Ангелы говорят, что в ближайшие 72 часа на ваш банковский счет поступит большая сумма денег. Посмотрите это видео до конца, чтобы получить это право. Эта борьба не последует за вами в марте, это заканчивается здесь. Я посылаю вам большой успех. Даже если вы не уверены в результате, вы можете быть уверены в своем Боге, Он с вами, для вас, и все содействует вам во благо. Отношения, которые делают вас здоровыми, исцеляют вашу нервную систему, полезны для вашего психического здоровья и естественным образом заставляют вас снова полюбить себя, делают вас лучше. Чудо может произойти в одночасье. Готовы ли вы получить его? Напишите «Аминь», чтобы заявить об этом. Делайте что-то для себя, потому что вы просто хотите посмотреть, как далеко вы сможете зайти, расти, потому что вам не терпится встретить новые версии себя. Помните, что ваша жизнь предназначена для того, чтобы делать вас счастливыми. Позвольте себе радоваться своим дарам, талантам, уникальным интересам и увлечениям. Вы есть вы по какой-то причине, найдите множество причин. Сохраняйте свои интересы живыми, не позволяйте своему собственному огню погаснуть. Наслаждайтесь тем, как вы делаете определенные вещи, ситуациями, которые вас злят, вещами, которые вызывают у вас страсть. Убедитесь, что вы делаете все, что делаете, от всего сердца. Поверьте, что ваши усилия приведут к чему-то неожиданному и чудесному. Пусть жизнь удивит вас. И если у вас что-то не происходит, верьте, что это не для вас, и причины появятся тогда, когда вам это будет нужнее всего. Наслаждайтесь по-своему. Исцелитесь, чтобы стать свободными. Забудьте о том, чтобы быть лучшим или быть самым большим, будь ты, этого достаточно, более чем достаточно. Наслаждайтесь тем, кто вы есть, нет никого подобного тебе, и это радостно. Позвольте себе посидеть в нем некоторое время. Скоро вам предстоит отпраздновать что-то важное, будьте благодарны за это сейчас. В некоторые дни вы обнаружите, что боретесь с самим собой. Похоже, вы сделали больше шагов, чем опередили. Вы обнаружите, что ваше сердце путается между двумя главами, а ваш разум застрял между взглядом назад и взглядом вперед. Иногда действительно кажется, что внутри тебя идет война, между тобой и самим собой, между твоим разумом и сердцем, логикой и эмоциями. Иногда вы даже можете обнаружить, что изо всех сил пытаетесь понять себя, чего вы хотите и что ищете. Я надеюсь, что в такие дни вы напомните себе, что ничего страшного, если в данный момент у вас нет всего. Путаница и хаос являются частью процесса роста и взросления в жизни. Человеком становится то, что ты ломаешь одно и восстанавливаешь себя с помощью другого, теряешь себя где-то и находишь себя где-то еще. Не будьте слишком строги к себе в трудностях, возникающих в процессе становления. Я знаю, что жизнь может быть трудной, что всем может показаться ужасно несправедливым, что в этом мире есть люди, которым, по вашему мнению, живется лучше, чем вам. Но признайте, что это всего лишь проекция, и это способ освободить вас от работы по созданию жизни, которая позволит вам чувствовать себя хорошо там, где вы есть, прямо сейчас, такими, какие вы есть. Жалобы могут быть приятными, возможно, это сброс давления, но в конечном итоге единственный человек, которому ваши жалобы причиняют боль, это вы сами. Когда вы интерпретируете свой опыт совершенно негативно,
вы оказываете себе медвежью услугу. Когда вам не хватает прощения, мягкости или сострадания, это причиняет вам боль. Вы по-прежнему можете нести ответственность перед миром, даруя вам мир, комфорт и продуктивную жизнь. Вам не обязательно страдать, чтобы заслужить радость. И если вы будете постоянно устремлять взгляд на горизонт, думая, что всем остальным, кроме вас, должно быть лучше, легче, то вы не опуститесь здесь и сделаете здесь красиво, осмысленно и красиво. Вы совершенно все это пропустили. Не делая этого, вы заслуживаете свободной жизни, как и любой другой. Мне бы хотелось, чтобы был способ сказать вам, что независимо от того, где вы находитесь и с кем хотите быть, есть кто-то, кто все еще ищет кого-то вроде вас. Мне бы хотелось каким-то образом помочь тебе осознать, что человек, с которым ты рядом, никогда не будет достоин твоей любви, и в этом нет твоей вины. Мне бы хотелось, чтобы эти слова всплывали перед вами, когда вы пролистываете ленту в поисках отвлечения, но, возможно, это будет скучать по вам так же, как и вы по себе. Я хочу, чтобы вы знали, даже когда другие относятся к вам хуже, чем обычно, внутри вас все еще есть волшебство, и я надеюсь, что вы сможете найти выход из этого беспорядка. Я надеюсь, что ты снова обретешь себя, и я надеюсь, что эти слова найдут для тебя что-то, что позаботится о тебе. Когда вы пришли на эту землю, все было предопределено, и есть что-то о том, как заботиться о вас и о том, через что вы проходите, но это не имеет к вам никакого отношения. Это не тайная реакция «делай то, что должен», и ты сделаешь то, что должен. Вы ничего не можете с этим поделать, и если вы собираетесь сражаться, как бы вы ни пытались себя остановить, вы не сможете, вы будете сражаться. Если вы хотите быть пацифистом, вы не сможете сражаться, даже если захотите. Если вам дали $1 миллион, вы не сможете этого сделать, потому что вы предопределены, это ваша карма. Не пытайтесь убедить их ценить вас, ты стоишь всего на свете, любви, уважения, счастья, доверия, времени, верности, заботы. Найдите в своей душе прозрачность и сосредоточенность, а не веру. В конце концов, верьте в себя и помните, что вы отдали все свои силы с чистыми намерениями и достоинством. Вы мало что можете сделать, когда кто-то ставит поверхностность выше связей. Никакая ваша ошибка не должна определять вас. Они будут судить вас соответственно. Я пережил самые трудные моменты, когда все думали, что со мной все в порядке. Ваше прошлое ушло, ваши ошибки остались позади, сосредоточьтесь на своем великолепном, ничем не отмеченном, наполненном любовью будущем. Единственное, за что вы сейчас несете ответственность, это то, что вы делаете каждый шаг намеренно. Перестройте свою жизнь, сделайте ее золотой. Суровая правда в том, что это есть в вашей жизни только потому, что вы держите это там. Вы не всегда можете выбирать, что входит, но вы можете выбрать то, за что держитесь. Знайте, что тот же Бог, который дал вам это видение, предоставит ресурсы для достижения вашей цели. Помощники судьбы закреплены за вашим именем. Будьте конкретны в своих молитвах, и Он исполнит желание вашего сердца. Дитя Божье, ожидание того стоит. Все, о чем вы молитесь, стоит каждой слезы и огненного испытания. Вы боретесь за что-то прекрасное, и вскоре оно станет вашим. Бог дал вам чудесный взгляд, но он не сравнится с конечным продуктом.
Это гораздо больше, чем ты думаешь, дитя Божье. Каждое обещание чрезмерно и обильно. В вашей жизни будут моменты, когда вы почувствуете себя очень одиноким, хотя вас окружают люди. Вы чувствуете себя более одиноким, чем когда-либо. Вы можете почувствовать, что хотите залезть под одеяло и никогда не выходить наружу, но вы должны выйти. Вам нужно взять себя в руки и двигаться дальше, потому что если вы этого не сделаете, вы только сделаете только хуже. Да, вы почувствуете себя одиноким, как будто вас никто не поддерживает, как будто всем все равно. Поверьте, кого-то это волнует. Кто-то заботится о вас, о том, как вы себя чувствуете и через что проходите. Но вы никогда не найдете этого человека, если каждый раз, когда дела идут плохо, вы будете прятаться. Так что не прячьтесь. Будьте смелыми, будьте уязвимыми и доверяйте людям. Не все хотят причинить вам вред. Люди любят вас и заботятся о вас, так что найдите их. Самый большой подарок, который вы можете дать миру, это ваше самое истинное, самое подлинное «Я». Вы были созданы такими, какие вы есть, потому что мир хочет, чтобы вы были такими, какие вы есть. Это ваш интеллект, ваша человечность, ваша грация, ваша страсть. Это огонь, который горит внутри вас, ваша неистовая смелость и неукротимый дух. Вот так ты любишь всем своим существом, беззастенчиво, полностью, без страха. Это ваше уникальное присутствие, ваша божественная подпись. Ваша улыбка может изменить чей-то день так же, как ваше сердце изливает любовь без ожиданий и условий. Это мудрость, которая находится внутри вас, вашего голоса, ваших слов, ваших мыслей, вашего творчества. Вы оригинальны, неповторимы, единственны в своем роде. Отпустите то, кем, по вашему мнению, вы собираетесь быть. Погрузитесь в себя и исследуйте каждую скрытую глубину своего внутреннего существа. Будьте тем, кто вы есть, предлагайте то, что можете дать только вы. Вас никогда не бывает слишком много или недостаточно для тех, кто заслуживает того, чтобы испытать ваше полное выражение. Прекращение контактов с токсичными людьми изменит вашу жизнь. Поначалу это казалось тривиальным, как будто ты резко бросаешь наркотики. Но со временем вы обнаруживаете, что каждый прожитый день приносит новые неожиданные благословения. Вы начинаете развивать самоуважение, границы и настоящую дружбу. Вместо того, чтобы бегать, впитывать и все прощать, вы проводите время с людьми, которым не нужны постоянные объяснения. Эта свобода позволяет вашему духу процветать. Когда-нибудь вы оглянетесь назад и задаетесь вопросом, как вы вообще терпели общение с такими нездоровыми людьми. Ваше новое «Я» начинает защищать свое старое «Я», и это довольно приятное место. Будьте осторожны со своими мыслями, потому что ваши мысли управляют вашей жизнью. Притча 4 часа 23 минуты. «Я люблю тебя» — это никогда не изменится. Ты самое главное в моей жизни. Мне нравится в тебе все, от того, как ты улыбаешься и смеешься, когда я делаю какую-нибудь глупость, до твоих разговоров о погоде. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя особенным. Это один из способов по-настоящему отплатить тебе за то, что ты был величайшим человеком в моей жизни. Я не могла перестать думать о тебе весь день. Утром я проснулся, думая о тебе.
Пока я завтракал, я думал о тебе. Это заставляет меня осознать, насколько мы близки и как здорово все будет, когда мы сможем быть вместе. Эту неделю я был в разлуке, пытаясь сделать тебя счастливой, и это тяжело. Я действительно ненавижу находиться вдали от тебя. Требуется большая концентрация, чтобы попытаться по-настоящему быть с другими людьми, а не думать о себе. Для меня это действительно безумие. Я никогда не знал, что значит быть влюбленным, и никогда не знал, что можно любить кого-то так сильно. Трудно пытаться смотреть на вещи с оптимизмом, когда мы так долго в разлуке. Я хочу быть с тобой навсегда и никогда больше не проходить через это. Но я знаю, что так и будет, и мне больно об этом думать. Я думаю, что столь долгая разлука сблизила нас. Это заставило нас осознать, насколько мы нужны друг другу. Я всегда хочу быть рядом с тобой, и без тебя мне трудно быть моим. Я люблю тебя больше, чем когда-либо. Я много раз ошибался в вопросах любви. Я лгу, и мне лгали. Я все испортил, и меня испортили. Из-за эгоизма и гордыни я удручен и обескуражен. Я играл в игры и подыгрывал. Я построил стены, и меня закрыли. Несмотря на всю боль и страх, меня оттолкнули, и я избегал подпускать кого-либо близко. Я пробовал любовь, и она сыграла со мной. Я старался быть осторожным и много раз ошибался. Но в этом году я с нетерпением жду Дня Святого Валентина. Я взволнован, потому что я не сдался. Я взволнован, потому что у меня все еще есть надежда. Я понимаю, что все произошедшее должно было укрепить и подготовить меня. Хорошего не получилось, но я понял, что достоин большего, чем что-то удобное. Эта ложь ранила мои чувства, но научила мое сердце исцелять себя. Эти отношения отняли много энергии, но дали мне новое понимание ценности моего времени. Так что, возможно, у меня еще нет вечности, но я сильнее, мудрее и лучше, чем когда-либо. Мои ошибки в отношениях меня не подвели. Они сделали мою любовь уникальной. Все дело в перспективе. Поэтому я приветствую всех влюбленных, полных надежд романтиков и тех, у кого есть смелость продолжать попытки. Мы не бежали от бури, мы научились танцевать под дождем. Миру нужны такие люди, как мы, напоминаем им, что любовь всегда побеждает. Я много раз в жизни проигрывал. Я доверял людям, которые меня не заслуживали. Я отдавал время и энергию людям, которые не могли этого оценить, и доверял людям, которые только и делали, что сомневались во мне. К сожалению, отношения, которыми я когда-то дорожил, теперь, кажется, идеально вписываются в коробку воспоминаний, которые я удобно забываю. Думаю, ты можешь сказать моему охраннику. Я думаю, что играю в игры, но это не так. Я только учусь быть терпеливым и уважаю, что некоторые вещи требуют времени. Раньше я торопился и ошибался, поэтому не пытаюсь повторить эту ошибку снова. Я понял, что я был не единственным, кого обижали, лгали, изменяли и играли. Поверьте мне, я понимаю. Но чего я не понимаю, так это цикла. Мы говорим, что устали от игр и возлагаем надежды только на то, чтобы вернуться к рутине, но ничего не меняется, поэтому ничего не становится лучше. Тебе было больно, поэтому тебе нужно было скрыть свое сердце.
Мне было больно, поэтому я решил бежать со своей гордостью, и мы оба заблудились. Мы слишком много об этом думаем, наполняем страхами и предположениями и задаемся вопросом, почему это не работает. Мы усложняем ситуацию, чем она должна быть. Любовь, которую мы чувствуем, хороша ровно настолько, насколько хороши усилия, которые мы в нее вкладываем. Отношения, которые мы строим, сильны ровно настолько, насколько сильна наша способность поддерживать их. Это все на нас. Отпустите прошлое, отпустите этот страх, позвольте себе быть счастливым. Попытка не убьет вас, но если возникающие в результате отказа попыток могут вам навредить. Все зависит от вас и от того, чем вы хотите заниматься. Вы действительно хотите счастья или вам нужно другое оправдание? В течение следующих нескольких месяцев сосредоточьтесь на том, что действительно важно. Делайте то, что вам нужно, чтобы оказаться там, где вы хотите быть. Не будьте эгоистичны. Если вам не нравится, как ее волосы вьются на концах или морщит нос, когда она смеется, отпустите ее. Не будьте эгоистичны. Если вам не нравится, как она чихает или как она капает зубную пасту под подбородок, пока чистит зубы, отпустите ее. Если твое сердце не выпрыгивает из груди, когда ты просыпаешься, и первое, что ты видишь, это она, спящая у тебя на плече, кто-то другой готов убить за нее. Быть с кем-то, когда знаешь, что не любишь его, жестоко. Это не просто жестоко, это отнимает их у того, кто может дать им все. Тот, кто чувствует, как волны разбиваются о его грудную клетку, когда видит, как она идет за угол. Тот, у кого были худшие дни, но в голове внезапно появилась радуга. Тот, кто слышит звук ее голоса и успокаивает ее худшие кошмары. Если это не ты, отпусти это. Она чудо. Она волшебная. Она заслуживает того, кто верит в это каждый Божий день, а не только в неопределенность. Когда мы не видим невиновности в чьих-то резких словах или действиях, мы причиняем им боль. Мы чувствуем, что они пытаются причинить нам боль, что они хотят причинить нам боль, что они нас не любят и что мы не заслуживаем их любви, уважения или связи. Но правда в том, что их страдания текут бесконтрольно. Они настолько поглощены своими душераздирающими мыслями о вас и мире, что это единственный способ справиться с ситуацией. Когда мы позволяем себе почувствовать их боль, по-настоящему выслушать их, почувствовать их и познакомиться с их точкой зрения, мы становимся с ними едиными целыми. Там, где мы можем выйти из нашей собственной самодовольной точки зрения и принять их, в данный момент не существует разделения. Есть только любовь, которая видит их невинность, их красоту и доброту их собственной сущности, пытается защитить их, любит их и удерживает в их собственном опыте мира. Быть свидетелем этого, быть рядом с ними, не отключаясь, это уже невидимый эффект их боли, а любящее воплощение, которое исказило его собственный образ и, следовательно, имеет бесконечную ценность и ценность, как он считает. Определяется негативно другим человеком или чем-то вне себя. Когда мы видим присущую этим состояниям доброту и любовь, происходящие внутри человека, мы можем быть открытыми, принимать и уважать чувства и процессы человека, а не реагировать, отвлекать или стыдить его из-за обидных чувств. Или системы убеждений, с которыми мы не сталкивались и не понимали внутри себя. Мы можем исцелить себя.
Деньги легко входят в мою жизнь, всегда более чем достаточно. Я освобождаюсь от всех блоков, которые мешают мне ощутить полное и бесконечное изобилие, которое меня ожидает. Напишите «Аминь», чтобы заявить об этом. В 2024 году вы встретите версию себя, о существовании которой даже не подозревали. Вы зрелые, вы исцелены, вы здоровы, вы дисциплинированы, вы сосредоточены, вы уверены в себе, вы интуитивны, вы терпеливы, милосердны. Ты, верный ты, Всевышний ты. Многие дни потрачены впустую, сравнивая себя с другими и желая быть теми, кем мы не являемся. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Примите все, чем вы являетесь и чем не являетесь. Не сравнивайте себя с другими. Между Солнцем и Луной нет никакого сравнения, они сияют, когда приходит их время. Просто будь собой. И если вы молчите о своих убеждениях, потому что боитесь, что кто-то обидится, то ваши убеждения и интуиция для вас не так уж и важны. Вместо этого, что люди думают о вас? Игнорирование своей интуиции – это плохая духовная гигиена. Живите жизнью, которая доставляет удовольствие вашему высшему «Я», а не другим. Не предавайте себя слишком сильно. Больше не отрицай того, что чувствуешь. Вы не несете ответственности за искаженное восприятие вас людьми. Стойте твердо в своем свете. Дверь на более высокий уровень осознанности открывается внутрь, и большинство из нас проводят свою жизнь в поисках решений наших проблем. Существует универсальная разумная жизненная сила, которая существует во всех и во всем. Оно пребывает внутри каждого из нас как глубокая мудрость и внутреннее знание. Мы можем получить доступ к этому чудесному источнику знаний через нашу интуицию, внутреннее чувство, которое подсказывает нам, что нам кажется правильным в любой момент. Будьте достаточно смелыми, чтобы отпустить ситуацию и двигаться дальше. Избавьтесь от мыслей, которые обесценивают вашу ценность. Откажитесь от мысли, что вы недостаточно хороши, чтобы расти и добиваться большего. Отпустите людей и привычки, которые отвлекают вас от достижения вашей цели. Пришло время отказаться от ограничивающих убеждений. Пробудите божественное внутри. Всегда будут ситуации, которые мы не понимаем, проблемы, которые кажутся слишком большими, препятствия, которые кажутся постоянными. Бог не оставил тебя и не завел так далеко. Отпустите беспокойство. Отпустите разочарование. Оставьте все детали, чтобы они были известны. Доверься Ему. Не паникуйте. Если Бог вывел вас из ситуации, которая, как вы когда-то считали, была вашим концом, почему вы сомневаетесь в Нем в настоящем? Все возможно с Богом. Молитва на сегодня. Дорогой Бог, я не знаю, что делать, но я доверяю Тебе. Направляй меня в моих решениях и веди меня на правильный путь. Я отдаю свою жизнь в Твои руки. Во имя Иисуса. Аминь. Вера влияет на нашу повседневную жизнь во многих важных отношениях. Вера дает нам надежду и целеустремленность, направляя наши решения и действия. Это дает нам силы и устойчивость в трудные времена, когда мы знаем, что Бог с нами. Вера также помогает нам развивать благодарность и удовлетворенность, признавая благословения в нашей жизни. В
В конечном счете, вера формирует наше мировоззрение и помогает нам жить с верой и доверием к Божьему плану. Теперь вам становится все ясно, когда вы освободили место для новых благословений, которые вошли в вашу жизнь. Ваш рост сейчас ускоряется. Продолжать это движение работает на вас. Это движение продуктивно, этот ритм подходит вашей душе. Почувствуйте открытость новой главы, на которой вы стоите. Ваше мышление изменилось, как и ваше окружение. Мечты, которые казались далекими, теперь ближе, чем вы думаете. Приготовьтесь удивляться. То, о чем вы молитесь, приближается к вам. Вы должны полностью отпустить старую энергию, чтобы новая реальность могла проявить себя. Все есть энергия, и это самый фундаментальный космический закон энергии. Старая и новая энергия не могут сосуществовать. Вы не можете продолжать тусоваться с одними и теми же токсичными людьми и ожидать, что почувствуете себя полным энергии. Вы не можете просто сосредоточиться на недостатке и ожидать, что изобилие придет к вам. Отпустите свои старые пути со своей старой реальностью, основанной на страхе, и поприветствуйте новое земное 5D сознание, наполненное любовью и светом. Прежде чем мы перейдем на новую, более высокую частоту, всегда есть важный момент, чтобы удалить все и вся, чьи вибрации не соответствуют тому, куда мы идем. Если сейчас наблюдается слишком сильное затемнение, вы освобождаете место для проникновения большего количества света. Поверьте этому. Каждый настоящий целитель, которого я когда-либо встречал, имел очень трудную историю. Если ваша единственная миссия – исцелять других, Вселенная должна сначала убедиться, что вы можете исцелить себя. Это процесс инициации на Земле, позволяющий получить доступ к истинным божественным способностям исцеления. Вы предок, который меняет все в вашей родословной. Вы золотой свет в человеческой форме, принесенный на Землю с высшей целью. Вы химик, вы можете взять любую ситуацию и превратить ее во что-то большее. Вы мастер превращать любые негативные обстоятельства в позитивные. Вы провидец, вы динамичны, вы активно и постоянно делаете лучший выбор. Кто следует праведности и любви, тот обретет жизнь, процветание и честь. Притча 21 час 21 минута. Никогда не поздно стать тем, кем вас создал Бог. Он не забыл о мечтах твоего сердца. У вас не кончается время, вы бежите против времени. Бог направляет ваши шаги, доверься Ему. Когда вода перестает течь и теряет всю свою свежесть, она замерзает. Если гусеница проживет всю жизнь внутри кокона, она никогда не станет бабочкой. Жизнь – это процесс постоянных изменений. Позвольте эволюции развернуться в вашем существе, двигаясь в гармонии. Дело не в скорости, речь идет о направлении. Просто сохраняйте видение своего высшего «Я» и продолжайте повторять эту частоту каждый день. Доверьтесь Вселенной, примите изменения. Вам не обязательно оставаться на одном месте навсегда. Изменения – это жизнь, жизнь – это перемены. Время не лечит все раны. Это просто дает им возможность погрузиться в подсознание, где они по-прежнему будут влиять на ваши чувства и поведение. Что исцеляет, так это идти внутрь себя, любить себя, принимать себя, прислушиваться к своим потребностям, работать со своими привязанностями и эмоциональной историей, учиться отпускать и следовать своей интуиции.
Быть взрослым, который считает, что любое расхождение во мнениях или несогласие с кем-то, с кем вы связаны, означает, что они в целом настроены против вас. Это сумасшедший образ мышления, который будет стоить вам очень ценных отношений в вашей жизни. Что есть, то есть. И если вы знаете кого-то, кто использовал фразу «это то, что есть», это опасно, потому что он больше не позволяет вещам, находящимся вне его контроля, влиять на него. Они овладели искусством принятия. Итак, если вы планируете манипулировать ими или угрожать покинуть их жизнь, угадайте что. Им все равно. Вы можете уйти из их жизни, и они откроют вам дверь. И лучшая часть. Когда кто-то спрашивает их, в порядке ли они, потому что вы ушли из их жизни, они используют волшебную фразу «это то, что есть». Перестаньте терпеть плохое поведение. Бог никогда не просил нас терпеть поведение, которое не является Его, но Он просил нас любить Его в наших сердцах и молиться за Него. Если кто-то продолжает причинять вам боль и не хочет измениться, дистанцируйтесь от него и молитесь за него. Простите их и любите их издалека. Перестаньте это терпеть. Ты этого не заслуживаешь. Только не носите никакого бремени и не прощайте их, но сейчас самое время вернуться. Я постепенно понимаю, что даже если я отреагирую, это ничего не изменит. Люди не будут внезапно любить и уважать меня. Это не изменит их мнение волшебным образом. Иногда просто оставьте все как есть, отпустите людей, не боритесь за завершение, не просите объяснений, не гонитесь за ответами и не ждите, что люди поймут, откуда вы. Я постепенно понимаю, что жизнь становится лучше, когда ты сосредотачиваешь внимание не на том, что происходит вокруг тебя, а на том, что происходит внутри тебя. Вместо этого работайте над собой и своим внутренним миром, и вы поймете, что отсутствие реакции на каждую мелочь, которая вас беспокоит, является первым ингредиентом счастливой и здоровой жизни. Иногда вам и кому-то еще просто суждено было разделить момент времени друг с другом. Иногда дружба и отношения не могут длиться вечно, они созданы, чтобы преподать вам урок. Возможно, вам обоим нужно было научиться чему-то друг у друга, чему никто в мире не мог вас научить в то время. Возможно, вы двое были правы, подвергнув друг друга ужасной буре. В совместной жизни вы влюбитесь в людей, о которых никогда не думали, будете преданы людьми, которым доверяли всем своим сердцем, и использованы людьми, ради которых вы готовы на все. Но у жизни есть и прекрасная сторона. Вы найдете любовь от того, кого вы никогда не считали возможным, заведете новые дружеские отношения с людьми, которые создадут более значимые и крепкие отношения, и преодолеете то, что вы никогда не считали возможным. У всех нас есть главы, которые в какой-то момент жизни заканчиваются людьми. Но гордитесь тем, что лучшая часть вашей книги еще пишется. Вы должны убедиться, что рядом с вами есть кто-то, кто хочет быть рядом, кто-то, кто хочет поддержать вас и воодушевить вас, кто-то, кто прилагает к вам столько же усилий, сколько вы уделяете ему. Потому что в жизни есть тяжелые вещи, действительно тяжелые и призрачные вещи, которые временами делают ее тяжелой и болезненной. Но любовь не должна быть одной из таких вещей. Любовь должна держать вас за руку и помогать выдерживать эти бури. Любовь должна быть вашим безопасным местом. Поэтому, пожалуйста, не отдавайте свои лучшие стороны тому,
кто не видит ценности того, что он получает. Не соглашайтесь на того, кто не видит вас и без колебаний знает, что хочет остаться. Вы должны гордиться тем, насколько вы добры, как вы изливаете свое сердце другим, не ожидая ни капли взамен, как вы цените малейшие жесты, как вы ищете свет в темные ночи, как вы проявляете сострадание. Изучайте и выбирайте. Видеть лучшее в людях – то, как вы отвечаете красотой в любой ситуации, через которую вы проходите. Ты такой подарок этому миру. Вы должны гордиться тем человеком, которым вы стали. То, что принадлежит вам, легко войдет в вашу жизнь. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, как это сделать, просто расслабьтесь и займите правильное положение для получения. Поверьте, оно уже ваше. Начните владеть и быть энергией того, чего вы хотите достичь. Начните сопоставлять то, что вы хотите привлечь. Вам не придется вечно ждать, пока к вам придут люди и мечты. Вам следует двигаться к ним. Вы не можете провести свою жизнь, реагируя на мир и ожидая, что он волшебным образом залечит все ваши раны и даст вам все, что вам нужно. Вам следует делать выбор, отражающий важность вашего времени и вашей жизни. Ешьте вкусную еду, занимайтесь спортом, любите сосуд, который вам дали, следуйте своим увлечениям и своим дарам, открывайте свое сердце каждому моменту и самое главное, не оставляйте ничего нелюбимым, включая себя. Пусть сегодня внутри будет мир. Доверьтесь Богу, что вы находитесь там, где находитесь. Не забывайте о безграничных возможностях, рожденных верой. Пусть вы используете полученные дары и передаете подаренную вам любовь. Будьте довольны, зная, что вы дитя Божие. Позвольте этому присутствию проникнуть в ваши кости и дать вашей душе свободу петь, танцевать, восхвалять и любить. Это для каждого из нас. Вы не можете увидеть то, чего нет в вас. Именно поэтому надежные и заслуживающие доверия люди часто становятся легкой добычей хищников. Но вы тоже не думаете так, как они. События не приводят к такому же выводу. Хищники покажут себя, кто они, и если вы обратите внимание, вы сможете распознать разные образы мышления. Они хотят чувствовать, что они побеждают. Если они обманывают людей, они чувствуют себя умными. Они не уверены в себе и проявляют много гнева. В тишине заключена большая сила. Ваш голос – единственный, который нужно услышать вашим мечтам. Вначале будьте достаточно уверены в своих способностях, чтобы вам не нужен был кто-то еще, чтобы активировать вашу магию. Только вы имеете право включать и выключать его. Доверьтесь этому моменту вашего путешествия. Ваш лучший сезон будет вашим следующим сезоном. Ваше истинное «Я» сегодня говорит вам, со всеми новыми изменениями в вашей жизни некоторые близкие вам люди могут не всегда понимать, по какому пути вы идете. То, что может выглядеть как осуждение и негатив, на самом деле является просто выражением неуверенности и беспокойства. Ваши изменения заставят других чувствовать себя некомфортно, если они не готовы изучить и понять ваши рассуждения. Защитите себя от того, чтобы реакции и ответы других людей отговаривали вас от вашей страсти. Вам есть чему порадоваться, и другие будут уважать вас за ваши обязательства. Вступите в уверенность и истину, которые были внутри вас все это время.
Все ответы, которые вам нужны, находятся внутри вас. Любовь, которая вам нужна, находится внутри вас. Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха, быть счастливым и чувствовать себя любимым, все это время находится внутри вас. Твои глаза видят то, что чувствует твоя душа. Если вы несчастны, то то, что вы видите своими глазами, не принесет вам счастья. Счастье – это то, что ты чувствуешь душой, и его нужно найти в том месте, где оно ощущается. На вашем горизонте появятся новые захватывающие предприятия. Ваша душа жаждет новых впечатлений. Перед вами открываются двери возможностей, которые наполнят ваш дух на более глубоком уровне. Знайте, что ваше будущее складывается более грандиозно, чем вы можете себе представить. Подчините свое сознание чуду, которым является настоящий момент. Ваша реальность отражает ваш внутренний мир. Внутренняя работа окупается. Ваша история вот-вот изменится настолько, что у вас закружится сердце и голова. Время и усилия, которые вы вкладываете в совершенствование себя, окупится старицей. То, как организовано ваше путешествие, это настоящее произведение искусства. Этот следующий прорыв подтвердит, что каждая унция магии в вас увеличится втрое. Найдите секунду, чтобы насладиться настоящим моментом. Так будет ненадолго. Вы достигаете последней ступени туннеля, но постепенно понимаете, что свет, за которым вы гонялись в конце туннеля, всегда исходит изнутри вас. Сохранять спокойствие. Ваша следующая глава оставит неизгладимую улыбку на вашем лице и радость на всю жизнь в вашей душе. Я стремлюсь быть лучшей версией себя, работая над собой и постоянно стремясь стать лучше. Я влияю на все в своей жизни. О чем бы я ни думал, я привлекаю. Я предпочитаю сосредотачиваться на хорошем в каждой ситуации, даже когда кажется, что его нет. Эта сильная страсть к поиску добра открывает новые уровни изобилия. Вы оставались верны себе, когда все остальные соответствовали нормам. Вы делали ходы независимо от того, что о вас думали. Вселенная благословит вас прекрасными приключениями и божественным союзом по мере вашего продвижения к своим целям. Не тратьте ни минуты на стресс, беспокойство или сомнения. Представьте, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть. Все работает в вашу пользу. Я надеюсь, что вы пройдете этот путь, зная, что вы принадлежите. Я надеюсь, что даже если иногда что-то пойдет не так, как надо, вы не перестанете пытаться. Вы не отказываетесь от себя. И в самые трудные дни, я надеюсь, вы продолжаете напоминать себе об этом. Вас любят, и вы достойны. Даже если кажется, что это не так, напишите «Бог благ», чтобы быть уверенным, что ваша новая жизнь окупит вас за старую жизнь. Это будет стоить вам зоны комфорта и чувства направления. Это будет стоить вам отношений и друзей. Вам придется выбрать и понять. Это не имеет значения, потому что люди, которые рядом с вами, встретят вас на другой стороне. Вы создадите новую зону комфорта вокруг вещей, которые действительно продвигают вас вперед. Вместо того, чтобы нравиться, вас будут любить. Вместо понимания вас будут видеть. То, что вы собираетесь потерять, было создано для человека, которым вы больше не являетесь. Отпустить иногда люди любят тебя, но все еще не могут найти в себе смелости быть с тобой.
хотя они могут и не брать на себя никаких обязательств в долгосрочной перспективе, они хотят держать вас рядом. Для таких людей их нерешительность может оказаться вредной. Они просят вас любить их. Они притворяются, что у вас уже есть отношения, как будто вы принадлежите им. И они ожидают от вас обязательств, которые не готовы дать обратно. Они любят тебя, это правда. Но тот, кто не может сделать этот прыжок вместе с вами, не стоит ожидания. Если им нравится быть рядом с вами, но они не могут решиться жить с вами, значит, их любовь не та, которую вы хотите. Ваше истинное «Я» говорит вам сегодня: будьте терпеливы в отношении своего графика, не надо спешить. Не позволяйте сомнениям встать на пути к благословениям, которые я приготовил для вас. Будьте сильными и храбрыми. Помните, что когда дует встречный ветер, я рядом с вами, поддерживая вас своей непоколебимой любовью. Я понимаю, что путь моих обещаний может показаться полным препятствий, но в эти моменты вы должны больше доверять мне. Твердо держитесь того, что в каждом переживании, будь то радость или горе, я буду рядом, готовя вас к чему-то большему. Не бойтесь предстоящих проблем. Доверьтесь и решительно двигайтесь вперед к будущему, полному возможностей и благословений, которые я предназначил для вас. Помните, что вера – ваш проводник в самые мрачные моменты, свет, который освещает ваш путь, когда ваш разум окружает неопределенность. Не стесняйтесь. А теперь, сын мой, дочь моя, примите решительные меры. Продолжай с уверенностью, что даже в самые трудные времена моя любовь к тебе никогда не угаснет. Когда отчаяние угрожает поглотить твое сердце, мое присутствие успокоит тебя и даст силы продолжать. Не поддавайтесь голосам и критике тех, кто пытается сбить вас с курса. Моя цель для тебя твердая, величественная и возвышенная – доставить тебя в место, которое ты в данный момент даже не можешь себе представить. Доверьтесь мне и позвольте моей любви и благодати превратить ваш путь в радость и победу. Помните, что работа, которую я начал внутри вас, приведет к неописуемым благословениям. Комментарий. Бог – мой якорь посреди жизненных бурь. Эти слова, которыми я делюсь с вами сегодня, являются вечным напоминанием о моей любви и преданности вам. Держите это послание в своем сердце. И посмотрите, как мое могущественное влияние преображает ваше существо. Не теряйте надежды, продолжайте верить, потому что вас ждут великие благословения. Будьте уверены, что пока вы путешествуете по миру, я буду рядом с вами на каждом этапе пути, ведя вас к новым высотам, которые превзойдут вас. Поэтому, возлюбленные мои, держитесь за мою любовь, доверьтесь моим обещаниям, и пусть мой мир наполнит вас терпением и настойчивостью. Пусть вы найдете исполнение моих целей в своей жизни. Не сдавайся, моя любовь и моя милость всегда будут с тобой. Вы достигнете желаемых целей. Помните, что у вас есть моя четверка, и это часть моего завещания. Не теряй веры в меня. Не разочаровывайтесь, если все пойдет по вашему плану. Не позволяйте эмоциям сбить вас с толку. Встаньте и постарайтесь изо всех сил, потому что сейчас не время колебаться, а тем более сдаваться. Пришло время поверить в свои обещания и сдержать свое слово. Помните, что я дал вам необычайную цель в жизни, наделил вас великими качествами,
навыками, дарами и талантами для достижения всего, что вы намеревались сделать. Я сделал тебя уникальным и особенным, избрал тебя перед действием мира, предназначенным верой творить великие и чудесные дела. Так что не сдавайтесь, вступайте в бой смело и решительно. Делайте все возможное, и тогда я открою новые двери в вашей жизни, принеся благословение и возможности для нового и улучшенного старта во всех ваших начинаниях. Помни, сын мой, я твой Бог и твой щит, всегда готовый благословить тебя. Я являюсь поставщиком всего, что вам нужно, с моими огромными ресурсами. Мои планы на тебя полны надежды и позитива, но никогда не злонамерены. Так что не позволяйте себе разочаровываться в трудные времена, с которыми вы сталкиваетесь. Не поддавайтесь трудностям и проблемам, которые возникают. Поднимитесь и радуйтесь. Освободите себя от страха и печали и примите командование во имя Иисуса. Отвергните любое злое влияние, провозгласите мои обещания и примите благословения, которые я приготовил для вас. Не позволяйте врагу украсть то, за что вы так храбро сражались. Признайтесь этому, и оно уйдет от вас. Помните, что у врага нет реальной силы или контроля, и он был побежден жертвой Иисуса. Он хочет только обмануть и заключить нас в тюрьму. Сын мой, восставай с мужеством и решимостью, живи той целью, ради которой ты был создан, для жизни, отмеченной успехом и самореализациями. Оставьте прошлые ошибки или предыдущие неудачи позади. Не подвергайте сомнению ситуацию, независимо от того, как судьба сформирует ваше будущее. Твоя судьба, сын мой, в моих руках, я нарисовал твою судьбу. Живите по заповедям моего слова, и вы будете щедро вознаграждены. Я буду обильно умножать твои благословения, щедро удовлетворять твои нужды, даровать тебе благодать, процветание и сострадание, пока твоя душа не наполнится радостью. Я постоянно работаю в вашу пользу на пути, полном благословений, превосходящих ваше воображение. Появятся новые возможности, открывающие двери великим возможностям. Мой дорогой сын, продолжай двигаться вперед, не разочаровываясь перед лицом испытаний и трудностей, с которыми ты сталкиваешься. Вскоре они будут побеждены и станут могущественными свидетелями, показывающими, что те, кто верят в меня, получат свои плоды. Я Господь и никому не должен. Итак, мои возлюбленные, сохраняйте веру в меня. Двигайтесь вперед каждый день с решимостью, всегда помня, что моя милость и милость с вами, ведущие вас к успеху и изобилию, которые я запланировал для вас. Ты драгоценен в моих глазах, и я всегда рядом с тобой, защищая и заботясь о тебе. Просто протяните руку в молитве, ищите моего присутствия, и я восполню все ваши потребности, наполню вашу жизнь миром, радостью и силой. Не бойтесь бурь, потому что я дал вам веру и смелость противостоять трудным временам. Осознайте этот важнейший факт. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, являются ступеньками к будущему хорошему. Несмотря на каждое препятствие, любую трудность, есть возможность расти и учиться. Рассматривайте каждую задачу как фундаментальную часть пазла вашей жизни. Каждое преодоление формирует вашу сущность, укрепляет вашу душу и готовит вас к будущим благословениям. Что будет дальше в вашей жизни, примите то, что есть в настоящем, и узнайте как можно больше. Все изменится, и будущее наступит.
Ваш будущий «Я» всегда будет благодарен за то, что вы ценили мелочи. Признайтесь, я добился большого прогресса в достижении всех своих мечтаний. Иногда я сталкиваюсь с проблемами, которые находятся вне моего контроля, но я справляюсь с ними с достоинством. Независимо от того, насколько трудные времена наступают, я чувствую благодарность, зная, что времена всегда будут хорошими. Жизнь может двигаться так быстро, но я учусь замедляться, дышать и наслаждаться настоящим моментом. Я поражен тем, какой рост я испытал. Не бойтесь не торопиться. Вам не нужно ни с чем торопиться или заставлять себя принимать важное решение. Поверьте, что когда вы будете спокойны, наступит мир. Успокойте свой разум, чтобы ваша душа могла говорить. Ясность, которая вам нужна, будет с вами все это время. Вы примите правильное решение. Поверь в это. С вами скоро произойдет что-то очень хорошее. Прогресс, которого вы добиваетесь, окупается. Независимо от того, насколько трудными могут быть или кажутся вещи в настоящий момент, двигайтесь вперед с полной верой, зная, что каждая капля вашего тяжелого труда приведет вас на путь к тому, чтобы стать лучшей версией себя. Чудеса произойдут вне вашего сознания. Продолжайте двигаться с верой, и Вселенная свернет за вас горы. Празднуйте свой прогресс. Вы зашли так далеко. Вы совершенно новый человек. У вас есть полное разрешение отпустить энергию, которая больше вам не служит. Каким-то образом ты изменился. Вы не уверены, когда произошел сдвиг, но теперь, когда он произошел, вы не вернетесь назад. Эмоции, воспоминания и мысли, которые когда-то вами управляли, теперь бессмысленны. Вы находитесь в новом месте, в новой среде, где ваше мышление изменилось и вся ваша душа возвысилась. Магические эффекты внутренней работы, которой вы посвятили себя, наконец, начинают проявляться, когда последние остатки вашего старого «я» отходят на второй план. Примите приближающуюся волну энергии, которая понесет вас вперед в вашем путешествии. Знаки ведут вас в правильном направлении. Следуйте им, как вы следуете своей божественной интуиции. Вы можете поверить, что жить полной жизнью значит увидеть каждую страну мира, бросить работу по прихоти и безумно влюбиться. Но на самом деле это умение оставаться на месте. Это обучение тому, как позаботиться о себе, как создать дом в собственной шкуре. Научитесь создавать простую жизнь, которой можно гордиться. Самая полноценная жизнь не всегда состоит из вещей, которые вас будят, но постепенно убеждают вас, что можно замедлиться. Что не всегда нужно доказывать себя, не нужно вечно бороться или постоянно хотеть большего. Это нормально, что все так, как есть. Постепенно вы начнете видеть, что жизнь может развиваться вовне пропорционально тому, насколько стабильна она внутри. Если радость не в мелочах, большие дела не найдут нас в полной мере. Вы все делаете правильно. Вы любите себя больше, увеличивая свою благодарность, восстанавливая веру. Нет ни одной части вашей души, которую бы вы не взлелеяли, не исправили и не исцелили. Не позволяйте своему разуму убедить вас, что вы не там, где должны быть. Заземлите свою нынешнюю энергию настолько глубоко в данный момент, что у вашего прошлого «я» не будет другого выбора, кроме как отпустить ее.
Способность процветать и оставаться в мире в той же среде, которая вас испытывала, вот почему ваша магия просто другая. Вы непобедимы. Уберите шум негативных энергий и настройтесь на нежную мелодию своей интуиции. Последнее слово всегда остается за Вселенной. Ваши молитвы услышаны, ваши намерения видны, ваше сердце чувствуется, и карма на вашей стороне. Хорошая энергия, которую вы излучаете, всегда возвращается к вам. Проблемы – это часть добра, которая возвращается. Не путайте их с наказанием. Проблемы совершенствуют ваше внутреннее качество и не оставляют вам другого выбора, кроме как встретиться лицом к лицу и вырасти в себе, чтобы вы могли достичь большего совершенства и испытать больший рост. Доверьтесь процессу. Сила убеждений – вы испытаете то, во что верите. Если вы верите, что в жизни нет волшебства, то вы никогда его не испытаете. Если вы верите, что чудеса нереальны, то вы никогда их не примете, даже если столкнетесь с ними. Если вы верите, что вы ограничены в том, что вы можете делать, достигать и кем стать, вы всегда будете жить в пределах своего воображения. Однако верно и обратное. Если вы верите в волшебство, вы будете испытывать его на каждом углу. Если вы верите в чудеса, вы научитесь замечать и быть благодарными за маленькие чудеса, которые происходят каждый день. Если вы верите, что ваши возможности безграничны, вы обнаружите, что все, что вы можете себе представить, возможно. Убеждения, которых вы придерживаетесь, существенно влияют на вашу жизнь, определяя, как будет развиваться ваша история. По ходу жизни ничего страшного, если вы только начинаете понимать, насколько вы невероятны. Чтобы привести вас сюда, потребовалось много уроков и божественное время. Примите это чудесное чувство нового самосознания. Вы никогда не теряли времени зря, вы всегда были на правильном пути, на пути духовного питания и роста. Все события, которые привели вас к этому моменту, важны для вашего путешествия. Ваша старая кожа наконец-то сошла, и на ее месте выросла новая. Успокойтесь своим разумом, телом и душой, вы заново открываете, что значит полностью любить себя. Приключение – это только начало, волшебство, которого вы никогда раньше не видели. Если я что-то и знаю, так это то, что когда что-то идет не так, как мы планировали, всегда есть план получше. План, выходящий за пределы нашей логики и разума, план, который не всегда удобен, но всегда идеален, план, который служит нашему высшему благу. Только когда мы отдаем наши сроки, наши цели, наши мечты высшей силе нашего собственного понимания, мы сможем жить легко. Мы можем жить, зная, что Вселенная осуществит наши мечты. Мы можем быть терпеливыми, признавая, что то, чего мы хотим, находится на нашем пути. Мы можем доверять и верить в знаки Вселенной. И самое главное, мы можем быть открыты для возможностей, которые возникают в результате того, что что-то идет не так, как мы планировали. Все, что происходит в жизни, полностью организовано божественной силой. Как только вы начнете верить в эту высшую силу, вы поймете, что контроль – это иллюзия. Это не значит, что вы не предпринимаете никаких действий и целый день сидите на диване. Это просто означает, что вы принимаете жизнь такой, какая она есть. Вы не пытаетесь форсировать события, вы легко потечете по реке жизни.
Вы начинаете проживать жизнь с осознанием каждого момента, потому что понимаете, что все взаимосвязаны. Вы готовы, новая глава уже давно открылась для вас. Дверь, которую вы искали, в конечном итоге откроется. Вам больше не придется ждать. Вселенная жаждет показать вам благословения, которые она приготовила для вас. Вы находитесь на заключительном этапе еще одной преобразующей главы. Улыбайтесь, зная, что все заканчивается мирно. Уроки, которые вам нужно усвоить, теперь навсегда укоренились в вашем мозгу. Привычки, от которых вам нужно было избавиться, теперь превратились в воспоминания о вашем прошлом. Энергия, которую вам нужно отпустить, высвобождается из вашего разума, сердца и духа. Эти последние мгновения перед вознесением требуют от вашей души предельной веры, терпения и смирения. То, что ждет вас по другую сторону этой двери, превосходит все, что вы когда-либо могли себе представить. Приготовьтесь удивляться, воин внутри вас получил божественный сюрприз. Быть позитивным не означает жить в состоянии отрицания и надежды, что все наладится само собой. Это означает найти светлую сторону, исправить то, что вы можете, уйти от того, что вы не можете, и знать, что даже если сегодня тяжело, когда вы делаете все возможное, всегда есть надежда на светлое будущее. Иногда вам приходится платить за то, что вы бунтовщик и излучаете свой свет. Люди часто чувствуют необходимость унижать людей, которые имеют больше, выглядят лучше или достигают большего, чем они, даже если этот человек – самый красивый человек в мире. У вас есть выбор – быть открытым или закрытым – это ваши единственные варианты. Если вы решите открыться и довериться, то, что произойдет дальше, зависит от человека, которому вы откроетесь. Если они решат закрыться или, что еще хуже, предать ваше доверие, вы, скорее всего, пострадаете. Однако, если они также захотят быть открытыми и доверять вам, вы соединитесь, и это один из самых замечательных событий, которые может получить человек. Когда ты открыт, всегда есть шанс пораниться или связаться. Но когда вы закрыты, шанса соединиться никогда нет. Когда вы не скорбите глубоко, вы упускаете возможность испытать настоящую связь и радость, которую она приносит в жизнь. Если вы хотите помочь людям, важно установить границы, чтобы предотвратить обиду. Вы должны поставить себя в такое место, где помощь, которую вы оказываете, не причинит вам вреда. Без границ это более чем вероятно. Если это произойдет, вы можете решить, что помогать не стоит, и разозлиться. Имея четкие границы и не переусердствуя, вы сможете помочь и почувствовать удовлетворение от результатов. Если результаты не очень хорошие, подумайте об изменении своих методов, а не добрых намерений. Жизнь не всегда идет вперед и вверх, иногда ты растешь, а иногда развиваешься. Иногда из вас вытягивают жизнь, а иногда вы вдыхаете в нее жизнь. Бывают времена закрытия и открытия, когда стены поднимаются и часто снова падают. Где бы вы сейчас ни находились, я надеюсь, вы решите действовать с любовью, даже если вы не сделали этого вчера, потому что любовь, наряду с надеждой, верой и смелостью, всегда вытащит вас из ямы, застрявшего, и обратно. Ваш путь к светлым дням. Знаете ли вы, что происходит, когда вы решаете перестать беспокоиться о том, что о вас думают другие люди? Вы можете танцевать, петь, громко смеяться, рисовать,
писать и творить. Ты будешь собой. И знаешь что? Некоторым людям вы не понравитесь. Некоторые будут смеяться, высмеивать или указывать на недостатки, но вас это не будет сильно беспокоить. Вы заслуживаете любви, которую пытаетесь вызвать к другим. Вы заслуживаете того же вдохновения, которым пытаетесь вдохновлять других. Вы заслуживаете максимума счастья без минимума печали. Вы заслуживаете испорченное удовольствие, не заплатив. Вы заслуживаете ослабления веры без паранойи предательства. Вы заслуживаете доверия без напоминания о скромности. Вы заслуживаете того, чтобы смотреть на свое отражение глазами удивления, а не осуждения. Вы заслуживаете иметь все, что хотите. Вы заслуживаете эту власть. Это то, кем вы являетесь и кем вы всегда будете. Спасибо за поддержку нашего YouTube-канала. Подпишитесь, чтобы видеть больше таких сообщений. Напишите «Аминь», если согласны.